Тема госдачи Пицунда возникла не вчера. Обсуждалась она и ранее, но в последнее время активность вокруг этого вопроса возросла. Какую ценность представляет объект для республики? Можно ли внести изменения в документ на данном этапе? И о чем речь идет в соглашении? Сегодня мы это все обсудим в прямом эфире. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии общественный деятель Давид Чичович Пилья, замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Михайлович Беквава, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гизердава, общественный деятель Тенгиз Шотович Джопуа, министр юстиции Абхазии Андрей Львович Барциц и общественный деятель Алхаз Хатарович Асланзе. Начнем. Вот соглашение, о котором так много говорят, столько обсуждают, вызывает столько дискуссий в обществе. На ваш взгляд, нарушает ли это соглашение нашу Конституцию? Кто начнет? Вот мы же так много говорим, что это противоречит нашей Конституции, нарушает наш закон. Я думаю, лучше дать слово юристам сейчас, чтобы они... Ну, начнем тогда с Саида Гизердава. Добрый вечер еще раз. Относительно того, соответствует ли Конституции данное соглашение, я делал свою экспертизу, она была общедоступна, и я выразил свое мнение, что в соглашении есть целый ряд положений, которые противоречат Конституции. Это положения, которые касаются суверенитета государства, это положения, которые касаются неотчуждаемости территории. Относительно, и эти вопросы очень сильно взаимосвязаны друг с другом, вопросы суверенитета и неотчуждаемости территории. Потому что когда нам говорят сторонники ратификации соглашения о том, что здесь как бы нет передачи, соответственно нет отчуждения, соответственно нет как бы потери юрисдикции территории, юрисдикции Республики Абхазия над этой территорией, то с этим аргументом я не могу, например, согласиться. Ну, учитывая сроки самого соглашения, да, учитывая, во-первых, надо брать в расчет территорию, да, это достаточно большая территория, сухопутная и достаточно большая часть акватории, которая прилегает, собственно, к этой территории. Вот. И передача такого большого куска территории Республики Абхазия, как бы она должна нас как-то немножко настораживать, да, и учитывая те положения, которые существуют, да, в соглашении о том, что на территории будут находиться объекты, которые передаются в собственность. Сами объекты в самом соглашении, они не названы. Там целый ряд объектов. Там есть, собственно, дачи, там есть жилищный комплекс, в котором проживают люди. Вот мы точно не знаем, будет ли, ну, дачи, понятно, они точно переходят в собственность. Что будет происходить с жилым комплексом? Там люди живут, у них есть право на жилье, у них есть право на свободу передвижения и так далее. Как будут защищены эти права? Но это не самый важный момент. Речь идет о продолжительности аренды, которая, ну, официально срок аренды 49 лет с возможностью последующей пролонгации. Но это не простой договор аренды, да, как мы понимаем. Это соглашение между двумя государствами. Если одно государство берет в аренду другого государства территорию, это означает, что суверенные права этого государства начинают распространяться на территории этого, собственно, на этой территории. И здесь возникает вопрос. Аренда, она по сути бессрочная. То есть, ну, представьте себе, если там будут находиться государственные дачи, сможем ли, какое у нас будет моральное право взять и расторгнуть такой договор? Да? Это все-таки какой-то вызов нашим отношениям. То есть вряд ли мы сможем пойти на такое, если мы уж как бы передадим это имущество. Соответственно, нам очень сложно будет расторгнуть этот договор. И передача такого большого количества земли другому государству, даже пусть и по договору аренды, но бессрочному договору, это фактически выведение этой территории из-под юрисдикции. Ну, прошлый, да, насколько я знаю, прошлый договор от 1995 года, он был бессрочным, а сейчас же он все-таки
Там есть Вы да, знаете, срок обозначен. там да, не было вопросов собственности, да? Да. Юрисдикции не было. Да, и вопросы юрисдикции. Вопросы юрисдикции, они очень важные. Я хотел бы сказать, что, конечно, нам надо обратить внимание, дискуссия о том, что надо пересматривать, все-таки идет. Это, мне кажется, что в правильном русле развивается, есть определенное понимание, оно как бы формируется. Мы должны посмотреть на эти межгосударственные договоры, которые касаются аренды. Вот я, например, смотрел договор аренды Байконура. Да, там очень четко прописана юрисдикция, собственно, Российской Федерации, юрисдикция Казахстана и так далее. То есть нам важно, вот как бы выверенно, если это возможно, но мне кажется, что это возможно, как ситуация вокруг ратификации, мне кажется, немного меняется. Да, Андрей Львович, добавите потом. Да, коллеги, еще раз добрый день. Спасибо за предоставленную возможность, за приглашение. Я счел возможным, Саид, сразу взять после вас слово, потому что записал здесь в том числе пару тезисов, на которые я хотел бы, с вашего позволения, сразу отреагировать. Тезис номер 1 в качестве аргументации, связанный с, значит, я не знаю, как это назвать, с оппонированием принятия этого решения, вот так корректно выразимся, связывался вами в том числе с таким вопросом, как суверенитет. И, откровенно говоря, вопрос суверенитета для нашей страны является фундаментальным, является очень важным. Мы очень много и дорого заплатили за то, чтобы обладать независимостью нашего государства во внутренних делах, верховенством нашей власти внутри на территории. Поэтому говорить на сегодняшний день о том, что данное соглашение несет в себе определенные аспекты, которые в свою очередь тем или иным образом ущемляют наш суверенитет, это заявление очень серьезное. Разумеется, подготавливаясь к этому эфиру, я ознакомился с позициями определенных специалистов, экспертов. И вот одной из первых и, наверное, наиболее часто встречаемой для меня позиции была связана вот с суверенитетом. И как юрист в том числе, я, разумеется, был вынужден очень глубоко вникнуть в этот вопрос, потому что вопрос на самом деле очень серьезный. И с вашего позволения я вот сделал для себя такую определенную выписку. Я хочу ознакомить, я думаю, что, Саид, вы точно знаете, но и в том числе и нашу общественность, потому что звучит это очень громко, ущемление абхазского суверенитета. И разъяснение в этом плане, на мой взгляд, быть должно и должно быть конкретным, с цитатами на конкретные статьи. Хочу вам процитировать статью 6 соглашения от 22 года, условно назовем его новым соглашением. Эксплуатация объекта не может, Саид, осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии. То есть само по себе соглашение конкретно, прямо, русским языком черным по белому внутри своего текста закладывает невозможность ущемления суверенитета Абхазии. Но я вас понимаю. Я понимаю, что суверенитет – понятие очень сложное и имеет определенные элементы, которые необходимо в тексте поискать в том числе. Разумеется, я на этом не остановился. Хочу вам зачитать другой абзац. Российская сторона самостоятельно осуществляет меры по обеспечению безопасности объекта и, подчеркиваю, уведомляет о принятых мерах компетентные органы Республики Абхазия. Хочу подчеркнуть, сконцентрировать ваше внимание на слове «уведомляет». То есть в наших взаимоотношениях в рамках этого соглашения имеются абзацы, тезисы, связанные с уведомительным характером. Пойдем дальше. Российская сторона по, подчеркиваю, согласованию с компетентными органами Республики Абхазия осуществляет меры по обеспечению надлежащего функционирования объекта. То есть в этом абзаце мы можем проследить и согласительные механизмы нашего взаимодействия. Конкретно эта статья, это была статья 6, она указывает два очень важных элемента. Это непосредственное указание на невозможность ущемления суверенитета нашей страны, это первое. Наличие уведомительных механизмов абхазской стороны и наличие согласительных механизмов. То есть это условия, согласительные механизмы от уведомительных отличаются тем, что при согласительных необходимо согласие. Без нашего согласия этого не будет. Я хочу обратить ваше внимание, Саид, в том числе и на статью 12 соглашения. Я все о том же соглашении 22 года. Подразделения, а также военнослужащие, лица из числа гражданского персонала, члены их семей, соблюдают Конституцию Республики Абхазия и ее законодательство, не вмешиваются во внутренние дела
уважают национальные традиции и обычаи народа Абхазии. 18 статья. При исполнении служебных обязанностей, вот я хочу ее подчеркнуть, эту статью, служебных обязанностей военнослужащие имеют право на ношение формы, оружия, применение этого оружия, применение физической силы, но подчеркиваю, в части, не противоречащей порядку, определенному законодательством Республики Абхазия. То есть вот эта вот совместная наша деятельность, отдельно деятельность органа исполнительной власти Российской Федерации на территории, она реализуется исходя из тех рамок, нормативно-правовых рамок, которые существуют в нашей стране. Почему я в тематике суверенитета эту статью тоже привожу в пример, чтобы обратить ваше внимание, что в той сфере, где юрисдикция Российской Федерации реализуется, исходя из предусмотренных нормами права Российской Федерации, но они не выходят за пределы нормативных актов Республики Абхазия. И последнее. Это 14 статья. Вы, Саид, тоже затронули вопрос юрисдикции. Я уже плавно к этому вопросу тоже подошел. Обращаю ваше внимание. Компетентные органы Российской Федерации и Республики Абхазия совместные могут обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных вопросов, предусмотренных статьей. То есть есть перечень вопросов, по которым в случае появления определенных, трудностей, мы можем просить или российскую сторону, да, или спорных моментов, там есть определенный конкретный перечень, мы можем обратиться за передачей юрисдикции. Это тоже, эту статью я привел в пример по вопросу суверенитета, для того, чтобы помимо самой 6 статьи, которая, еще раз повторяю, напрямую указывает необходимость соблюдения суверенитета нашей страны. Это же 12 статья, которая устанавливает необходимость безукоснительного соблюдения Конституции и законов. Но я привел вам согласительные механизмы, уведомительные механизмы. Вот с точки зрения общей теории права, суверенитет реализуется именно благодаря наличию в договорно-правовой базе вот таких механизмов. И такие механизмы, на мой взгляд, в этом соглашении нашли свое отражение. Я заканчиваю, поэтому, с вашего позволения, в части, касающейся ущемления суверенитета, я с вами не согласен. Можно я задам один вопрос министру юстиции? На территории государственной дачи в случае ратификации данного соглашения юрисдикция какой страны действует? По тем вопросам, которые входят в данное соглашение, действует юрисдикция Российской Федерации. Есть юрисдикция совместного ведения, есть юрисдикция Республики Абхазия. Но в части юрисдикции Российской Федерации в случае возникновения противоречия между юрисдикцией России и юрисдикцией Республики Абхазия, какой закон будет доминирующий? А смотря о каком вопросе вы говорите. Я сейчас объясню. Соглашение по вопросу юрисдикции определяет конкретные позиции, по которым, я сейчас договорю, по которым есть юрисдикция Российской Федерации. Например, по вопросу природоохранных вопросов, по вопросу заповедника и так далее, там есть совместное ведение. В значительной части деятельности Федеральной службы охраны на этой территории, там будет юрисдикция Российской Федерации. В значительной части. Эта значительность определена каким образом? Я бы тоже хотел все-таки отреагировать. На самом деле, Сейчас Салхас есть скажет, суверенитет. То есть чьи суверенные права, что законодательство действует, вот это есть суверенитет. Территориально Абхазия тоже до Рио не доходила когда-то. Но абхазское государство имеет свою юрисдикцию до Ингура. Также и тут, вы статью 12 сказали, где, но тут написано четко, в своей деятельности подразделение руководствуется законодательством Российской Федерации. Это четко тут написано. Юрисдикция в основных моментах будет российская. Это факт. Секундочку. Это первое. Вы же сами говорите, в своей деятельности. Это их служебная деятельность. Служебная деятельность затрагивает очень много вопросов. Это есть служебная территория, это дача служебная. Она не туристическая, это служебная территория. Просто режимный объект. То, что вы говорите, за Вашего это позволения, еще встречный момент. вопрос. А мы как должны были написать? В своей деятельности, то бишь по охране первых лиц государства, они должны были руководствоваться абхазским законодательством? Вы ссылаетесь на статью 12, которая написана, но ее полностью не зачитываете. Реальность, она начинается с того, что руководствуется законодательством Российской Федерации.
Далее, если В посмотреть... вопросах своей деятельности. Они не Деятельность. могут в своей деятельности по охране высшего руководства России руководствоваться законами Абхазии. Ну, Там юрисдикция же... конкретно Арендный договор там совершенно другие условия. Можно в аренду, но здесь обговорить... же написано, что в аренду на 49 У лет. нас Да, есть это не аренда. соглашение... Это не аренда. Ну как, вот смотрите, 49 лет вы передаете земельные участки. Давайте мы с вами начнем рассуждать. Давайте оставим Форма правовую владения. плоскость, оставим, Форма она владения. двухмерная. Давайте Я прошу экономически... прощения, но я юрист, я не могу Давайте оставить на экономические правовую. правовые Я вынужден последствия. правовую Вопрос Да. не только Принятие правовой вот этого плоскости. документа. сейчас говорили о правовых вопросах. Допустим, мы его ратифицировали. Так. Прошли 49 лет. Вполне очевидно, что Российская Федерация берет этот участок земли не для того, чтобы там сажать огород. Они там будут прокладывать инженерные коммуникации, они там будут строить капитальные здания, сооружения, С разрешения абхазской стороны, берегоукрепительные да. С работы разрешения, производить. согласен, Все это согласен, капиталовложение. Вы разные согласны с вещи. этим? Конечно. Все это в момент через 49 лет. Допустим, гипотетически представим, что через 49 лет у нас возникло более одаренное поколение, не такие, как мы, бездарные, что сами не можем ничего сделать. Вот они приняли для себя решение, этот участок Пицунский, он обладает огромным рекреационным потенциалом, один из лучших на побережье Черного моря, решили вернуть. Бразилия. В случае возвращения фактически мы должны компенсировать все расходы, которые понесла Российская Федерация. Вы это понимаете? Я? Объемы расходов. Ну, Меня согласны с спрашивают? этим? Да. Понимаю я или нет, Ну спрашиваю? да, согласитесь. Ну, соглашусь Объемы или нет, это другой расходов вопрос. какие? Но вы говорите, вы это Объемы- понимаете, я, возможно, объемы выгляжу человеком, потому что вложений, может не понять, вот такие элементарные вещи Ну, не понимаю. это по вашей хорошо, версии. если вы понимаете. Вот и Вы объемы что, капитальных сомневаетесь? Хорошо, что вложений, понимаете. не сомневаюсь, если вы Ладно, понимаете. спасибо, да, я вот это хотел услышать. Объемы Спасибо. капитальных вложений могут достигнуть нескольких миллиардов долларов. Понимаете? Вот в районе Хосны сегодня мы смотрели, земельный участок 17 соток, 1,5 миллиарда рублей стоит. С домом там. Вы представляете, в какую сумму может быть оценен эта государственная дача? Мы, извините, в 2010 году взяли кредит в 2 миллиарда рублей. Мы выплачиваем и будем выплачивать этот кредит 24 года. Фактически сейчас, заключая это соглашение, передавая эту территорию в собственность другого государства, землю в аренду, мы землю отдельно у них забрать не сможем. Нам придется его забирать вместе с теми зданиями и сооружениями, которые на этой земле стоят. Без изменения их стоимости невозможно это сделать. Либо нам придется эту стоимость компенсировать. Где мы найдем столько денег? Мы фактически, будущее поколение, которое мы на них вешаем невыносимый долг. Или они должны его заплатить, либо эта территория навсегда останется за Российской Федерацией. Сима, я готов ответить. Да, Вопрос давайте, был знаете, мне, как уже сделаем? Вопрос был я- мне, я да, готов да. ответить. Я готов ответить. Давайте возможно, будем нет. друг друга слушать и более кратко отвечать, лаконично, насколько это возможно. Да, И Андрею постараюсь. Львовичу вы задали вопрос, давайте дадим возможность ему ответить, и потом у нас другие спикеры, которые тоже хотят высказаться по Тенгиз, этому спасибо вопросу. за вопрос. Значит, вы подняли тему форм, видов, собственности и так далее. С вашего позволения, прежде чем сразу начну отвечать на него, еще раз, буквально там 2-3 статьи связаны. Все необходимо разложить, что называется, по полкам. Значит, здесь по новому соглашению вопрос стоит о том, что непосредственно объекты, то есть сами дачи, сооружения, которые находятся на этой территории. Эти объекты по новому соглашению передаются в собственность Российской Федерации в лице органа исполнительной власти. Да. Земля, вся земля вместе с заповедником и акваторией моря никому не отдается, остается собственностью народа Республики Абхазия и передается в аренду на 49 лет. В этом аспекте хочу вернуться к соглашению 1995 года, которое устанавливало безвозмездное пользование. Понятно. И теперь отвечаю на ваш вопрос. Что касается передачи самих объектов в собственность. Есть позиция, я сейчас точно не знаю, возможно, это и ваша позиция, Тенгиз, в том числе, что противников передачи объектов в собственность в связи с тем, что, как вы сказали, потом будут сложности забрать и так далее. Тогда у меня для самого себя есть вопрос. У нас огромное количество пансионатов, гостиниц, домов отдыха, которые мы со своей стороны, как государство, на праве собственности передали юридическим лицам, в том числе иностранным инвесторам.
Здесь у нас выбор, и в том числе при дискуссии с нашими российскими коллегами, вот как мы должны отстаивать позицию того, что мы против передачи в собственность. Ну, просто рассуждаю. Мы должны сказать, что касается конкретно вот этих 3 корпусов дачи, мы отказываемся передавать в собственность, но огромное количество пансионатов находятся в собственности, но не у российского государства, а у частных лиц, либо юридических лиц, за которыми, ну, я, например, мы не знаем, кто стоит. 186 Что касается, прошу гектаров прощения, земли я к гектарам тоже приду. Что касается самих объектов, в отличие от того примера, который я привел, пансионаты, переданные юридическим лицам, приватизированы, куплены, не знаю там по какому пути, юридическим лицам, и эти юридические лица, эти объекты могут использовать, ну, как хотят, потому что там владение, пользование, распоряжение. Конкретно вот эти объекты государственной дачи в Пицунде передаются только в целях обеспечения государственных мероприятий Российской Федерации и оздоровительного отдыха лиц, охраняемых ФСО. То есть даже владение, пользование и распоряжение, передавая в собственность, это соглашение ограничивает конкретным назначением. Тогда я задаю сам себе вопрос, не кому-то и не вам, Тенгиз, честное слово. Я хочу понять, в чем разница, вот в чем для нас риск того, что мы эти 3 корпуса отдаем Российской Федерации в собственность для целей проведения государственных мероприятий, мы говорим нет, а огромные пансионаты мы передали в юрлицам. масштабах. Во-первых, масштабах юрисдикция. Ни один Юрисдикция, да. инвестор. Я очень прошу, вот действует ваша тройка абхазское очень сегодня много законодательство. говорит, Да. давайте остальным Не, ну, участникам просто тоже дадим возможность на высказаться это по этому надо вопросу. Давид Чичевич, вы будете говорить или... Конечно, всем спасибо большое, что пригласили на студию. Я вас всех приветствую, коллеги. Вопрос, который мы с вами сегодня рассматриваем, вопрос Пицунской дачи, мы не можем его рассматривать в отрыве от тех обязательств, которые Россия несет перед нашим обществом, перед нашим государством. Если все эти вопросы оторвать и рассматривать только вопрос, быть или не быть Пицунской дачи в руках у администрации высшего руководства России или нет, тогда, знаете, мы тогда размываем ситуацию. И наши слушатели сегодня могут не понять, в чем спор, о чем мы спорим сегодня, что мы хотим защитить. Меня часто спрашивают, хорошо, передали мы Пицунскую дачу российской стороне. Что мы от этого теряем? Когда начинаешь изучать историю вообще появления этой государственной дачи, она находилась с 30-х годов под контролем центральных властей Советского Союза. В 40-е, 50-е годы были проведены большие изыскания по вопросу нахождения оптимального места и очень удобного, красивого и благоприятного в плане экологии места для отдыха высших должностных лиц Советского Союза. И в 1958 году было принято соответствующее постановление и началась стройка. На этой территории, уверяю вас, ни один из тех, кто здесь присутствует в этой студии, не бывал никогда. Я, будучи членом парламента, первого парламента, у нас появился во время войны и после войны сразу интерес к этой даче. И мы хотели туда зайти и посмотреть. С точки зрения, скажем, любопытства и так далее, а еще были у нас какие-то другие интересы. Нас туда просто не пустили. И когда мы Владиславу Григорьевичу пожаловали, что нас туда не пустили, он сказал, ребята, не надо идти в этот объект. Нас туда не пустят. Не пустят не потому, что мы там можем вырубить леса, там еще что-то и так далее. Там находятся уникальные технические сооружения, доступ к которому, в общем-то, достаточно ограничен для людей, скажем, обывателя. Что касается, скажем, самой дачи, акватории, не чуть ли там половина Черного моря до нейтральных вод, у нас отбирает. Под контроль берется та акватория,
которые находятся ближе. Естественно, в этом договоре будет сказано, какое расстояние от берега, значит, будет под контролем находиться. Как наш обыватель должен рассуждать? Значит, там отдыхает высшее политическое руководство России, и рядом наши пацаны, там, простите, пожалуйста, там играются и так далее, камушки кидают. Как вы себе это представляете? Конечно, это строго охраняемый объект. Давайте еще раз мы попробуем, значит, в наших взаимоотношениях с Российской Федерацией, значит, вот к определенным моментам, давайте вспомним еще, какие были моменты в жизни наших соотечественников. Я, знаете, возрастом гораздо старше вас всех, я помню события 1977 года, когда в адрес ЦК КПСС из Абхазии поступило письмо, которое было подписано 130 гражданами Республики Абхазия, ну, тогда же автономной республики. В 1978 году началось, значит, серьезные действия со стороны центральных властей Грузии. Многих людей начали привлекать к ответственности, исключать из партии и так далее. И в Абхазии начались митинги. Здесь очень много мероприятий было. Я помню 1978 год. Это нынешняя наша площадь Аяра. Вот на этой площади собралось огромное количество абхазов, где мы держали плакат. Я стоял рядом с людьми, кто держал древко от этого плаката, в котором было написано: мы хотим состав, значит, соседней республики. То есть мы хотим войти в Краснодарский край. Это было такое время, мои дорогие. И уверяю вас, если вы начнете меня ругать, как же ты, Давид, тогда стал рядом с этим плакатом. А время было такое, мои дорогие. Время было такое. И когда в 1995 году между администрацией президента России и правительством Республики Абхазия был подписан этот договор, вы знаете, это нашей радости просто не было границ. Это был первый официальный документ, подписанный между двумя странами. Плохо это или хорошо? Вы сами рассуждаете, пожалуйста. Но кому мы отдали эту дачу? Господину Ельцину. Человек, кроме пакости, ничего хорошего в Абхазии не сделавшим. И когда ты начинаешь все это через себя пропускать, всю эту информацию, и подходишь к сегодняшним нашим проблемам, битва за, значит, госдачу, конечно, вы знаете, вот мне, например, откровенно говоря, непонятен вот такой подход. Что значит мы теряем часть своего суверенитета? Простите, пожалуйста, а кто охраняет Черноморское побережье Абхазии? Кто границу сухопутную охраняет? А кто воздушное пространство прикрывает? Кто это? А военные базы, которые построены на территории Абхазии, а их же десятки, дорогой Тенгиз. Что, наш суверенитет на эту территорию, на этой военной базе действует? Нас туда пускают? Можно я отвечу? Такова, мои дорогие, такова, значит, логика, таков, значит, алгоритм межгосударственных соглашений. А что межгосударственные соглашения? Они должны быть обязательно вопросом обсуждения улицы, толпы. Почему что улицы? Так должно быть. Вы, если позволите, если Почему? вы задали вопрос... Я заканчиваю. Что сегодня органы государственной власти Абхазии не в состоянии решить? Вы говорите, что там вот, я вчера слушал, вот в парламенте много молодых людей, они могут неправильно решить этот вопрос. А мы же их избрали с вами. Что, мы теперь уже через 3 месяца им не доверяем или через 4 месяца? Мы уже им не доверяем. А как нам быть? Зачем тогда нам нужен президентской структуре, правительственной структуре, парламентской структуре, другие структуры государственного управления? Для чего нужны, если мы это будем на улице решать? Вы знаете, вот я не могу сейчас в обозрении, значит, всем показать, за дружбу не платят землей. Вот молодая девушка на спине написала и ходила по городу. Я с ней разговаривал, я спросила, говорю, а что это означает? Вы можете мне объяснить? Она так и не смогла мне объяснить. О какой земле речь идет? Да, с десяток молодых людей под дождем они бегали с плакатами. А какие плакаты они в руках держали? То ли, значит, из-под коробок сгущенки или тушенки, значит, раскрытая, значит, бумага, и на ней быстрыми руками написаны какие-то призывы. Ну что это такое? Мы что, так решаем политику по отношению к России? Что, у нас есть еще другая страна, которая
сегодня обеспечивает нашу безопасность. А что мы говорим о суверенитете? А кто признал наш суверенитет? Разве не заслуга России в том, что еще несколько стран признали наш суверенитет? В том числе и Сирия, одна из, кстати, не маленьких стран. Разве это не заслуга России? Это мимо России прошло. И, конечно, когда в контексте мы все эти вопросы рассматриваем, наши взаимоотношения с Россией, и вдруг мы спотыкаемся о даче и говорим о том, что вчера даже один сказал, а что, говорит, возьмут они, допустим, леса там вырубят и так далее, и будет экологическая катастрофа. Что, в Москве сидят и топоры точат, чтобы эти деревья срубить? А я больше чем уверен, что туда новые саженцы привезут. Давид Юрьевич, соглашение не позволяет это сделать. Естественно, конечно. Охраняет эту территорию. Охраняет Если соглашение. вы позволите, можно я отвечу? Во-первых, начнем с того, что вы начали, что это было построено в Советском Союзе. Однозначно мы все республики бывшего СССР, мы Конечно. автономная республика, и все национальное богатство Советского Союза, созданное гражданами Советского Союза, было распределено по всем республикам. Мы не несем ответственности, что эта дача оказалась на нашей территории. Тем не менее, оно является национальным... Кроме 3 объектов, Тенгиз, Сейчас дорогой мой. Дайте, пожалуйста, закончить. Это является национальным достоянием абхазского народа. Вы с этим же согласны? Конечно, согласен. Теперь не надо ставить вопрос, что люди, которые не согласны с текстом вот этого соглашения, против России. Мы не против России. Мы не против того, чтобы на этой госдаче находилась Федеральная служба охраны. Мы не против того, чтобы там кто-то отдыхал. Мы просто хотим дачу передать в аренду. Не на правах собственности, просто дать на правах распоряжения. Потому что пройдет время. У нас нет таких территорий. Мы не Российская Федерация. Мы не можем себе позволить... Вы знаете, что в России... землю на правах секундочку, собственности можно... никто никому Сейчас, не передает. секунду, можно. В России есть поправки, готовятся поправки, насколько мне известно, они готовятся, что не допускается безоговорочное какое-либо отчуждение территории. Вообще безоговорочное. Слушайте, наша Абхазия ничтожно маленькая страна. Мы готовы им, да, мы не говорим, что не берите. Ради Бога, берите, пользуйтесь. Но пусть это будет в собственности нашей страны. Они говорят, что в соответствии с федеральным законом не допускается финансирование объектов, находящихся в иностранной собственности. 79.1. Согласен, пусть будет так. Но неужели так сложно сделать исключение в законе? Для большинства. Потом вы сказали, что вот в толпе обсуждается. Какая толпа? Этот вопрос обсуждается в обществе. Гражданском обществе. В гражданском обществе, да, это людей беспокоит. Это не, я не стал бы... Не скажите, что Еще вся одну секунду. Абхазия только этим и занимается. Вся, может быть, вся Абхазия, не вся, я не ходил, не Социальные считал, не сети это смотрел. еще не вся Абхазия. Во всей еще Абхазии один живет момент. 250 тысяч человек. Не все Один из нас момент, социальных один сетях момент я вообще еще есть. хочу добавить насчет вот этих молодых, которые вот на спине вы там показывали. Чтобы вы понимали, мне 43 года. Эта дача не моя. Эта страна тоже не моя. Если она не моя, мне 43, вы намного старше, она уже тоже не ваша. Это ихнее. Вот то, что вот сейчас, о чем мы обсуждаем, это тех молодых людей, которые по площади под дождем ходили с вот этими картонными вырезками. Это они имеют полное право на это. Они имеют, конечно. Они И имеют, разве и мы сказал, что не они имеем имеют права, мы Тенгиз. должны учитывать их интерес. Тенгиз. И единственное, что я прошу, я не говорю, что мы должны как-то вот жестко сказать, давайте выбросим этот договор, да, и пусть дачу отдадут. Давайте сядем, обсудим нормальный текст договора. Поговорим, к этому еще придем, да, вот, переговорим с российской стороной, чтобы это не ущемляло и наши интересы, интересы абхазского народа, и чтобы это было выгодно и нашему стратегическому партнеру. Тенгиз, можно я задам вопрос? Вот могу ошибиться, но вот чувствую эмоциональность. Полностью поддерживаю позицию по поводу детей, что это наши дети, что их необходимо поддерживать. И их акцию я понимаю, не принимаю, но понимаю со своей стороны. Я просто хочу задать один простой вопрос, и вот честно, вот по-простому, по-человечески хочу спросить ваше мнение. Вы говорите, хотим дачу передать в аренду. Да. Вот, то есть вы, конкретно ваша позиция сейчас, дачу не дачу, не землю, подчеркиваю, не акваторию, Ну, не я имею в землю, виду государственную дачу, объект. то есть объект, здание. Вы против того, чтобы этот объект отдавать в собственность, Ну, как? а хотите оставить там Вы, в как пользование юрист, и я так думаю, далее. понимаете, имущественные права,
При передаче прав собственности одни, при передаче прав на распоряжение Я вас другие, да. понял. И вот в чем заключается мой 95-го вопрос? года. Я перед этим сказал, еще раз повторяю, у нас огромное количество пансионатов, у нас строится огромное количество гостиниц. Я хочу Я для себя согласен. понять, я Ну, готов встать рядом с вами и поддерживать вашу позицию, когда вы меня убедите. Вот вы сейчас в том числе эмоционируете, я вас понимаю, вообще вот до Витича вы тоже говорили, в обществе зреет определенная эмоциональная нагрузка. Но на мой взгляд, Сима, в том числе эта нагрузка зреет и потому, что общество получает не до конца достоверную информацию, либо получает информацию искаженную. Вот я, например, за суверенитет говорил, сейчас про заповедник поговорим. И вот здесь я еще раз возвращаюсь, хочу получить ответ. Если мы юридическим и физическим лицам отдаем огромные пансионаты в праве собственности, я хочу для себя понять, каков наш аргумент сказать «нет» органу власти Российской Федерации. Я готов вместе с вами сказать «нет». Но каков наш аргумент сказать «нет»? Это вопрос номер 1 и вопрос номер 2. Ну, я думаю, что нам необходимо потихоньку возвращаться в конструктивное понимание этого вопроса, в доведение до общественности правдивой, достоверной информации, потому что, исходя из того, что я изучил, исходя из тех позиций и комментариев, которые я видел, эмоций, к сожалению, намного больше, чем конструктивизм. Ну, Вот хочу услышать ваш Да, ответ. давайте мы Хотим сначала передать в дадим аренду. возможность... Дайте я Ну, скажу. ответ можно Да, услышать? можно больше, Ответ. да. Сим, ответ. Во-первых, Почему? можно я- Да, Можно да, я конечно, коротко очень коротко Можно ответьте, я- потому что вот ваш оппонент никак не может дождаться своей очереди. Вопрос масштабы территории, задания. там 200 гектаров фактически земель и плюс еще акватория. Там выходит 300 с копейками гектара. Денис, но мы же На говорим, всей этой что территории. эта Можно я территория закончу? в Секунду. собственность не отдается только Правильно, даче. все, я с собой полностью согласен. В собственность мы не отдаем. Но на этой территории могут быть построены капитальные сооружения. С разрешения абхазской стороны. Как, Согласие с разрешением. Согласие, ну, могут, Андрей они Львович, будут все, о чем построены. вы говорите, это Мы все потом эту прописано в этом землю вернем. соглашении? Конечно, я Чётко. могу вам открыть конкретную Да. статью. Еще один момент, почему Да, я это хотела это обсуждается услышать. эмоционально, я хочу тоже на него ответить. Сразу, Да. 5-я статья. Российская сторона имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской Ну, стороной. согласовали. Ну вот все, о чем мы сейчас говорим, я думаю, будет согласия. изучать рабочая группа, да, Не получение согласия. которая будет создана. А сейчас давайте дадим слово вашему оппоненту. Это решение обоих сторон. Одиссей А не Михайлович, одной. давайте вас Согласие — это послушаем. когда кто-то дает согласие. А согласование... Они это отправили обе вопрос на стороны согласование, должны получить согласие? приходят к какому-то мнению. Ну, Но должны это получить не согласие. разрешение, Я это понял. разные вещи. Отправили вопрос на согласование. Должны получить согласие или нет? Насчет этих В любом случае вопросов согласие ваших. пришло суды и там, и там. Юрисдикция везде. Мутарович, Юрисдикция на всех. Давайте вашему послушаем оппоненту, Алексея Михайловича послушаем. Добрый вечер. Мнение, Еще ну, раз здесь стоит отметить и добавить период дискуссии по поводу сохранности самого объекта и тех природных объектов, реликтовых насаждений, которые, да, по служебной необходимости, я был на этой территории, конечно же, там предпринимаются такие усилия, чтобы даже эти ветхие уже растения, которым множество тысяч лет, сами не выкорчевывались, их специально укрепляют, над ними работают, там, питание и так далее. В этом плане, конечно, там работа ведется серьезно, и здесь, конечно же, хотелось бы, что и мы также могли бы сохранять свое наследие, которое действительно досталось нам немалой кровью. И еще бы хотелось добавить, вот в информационном поле, значит, дискуссия ведется о том, что данный вопрос поднялся именно в этот период. Хочу проинформировать, что по данному вопросу после заключения самого договора 1995 года уже после признания с 2010 года, в принципе, у меня есть небольшая статистика, если кому интересно. Вот, российская сторона будировала этот вопрос
о том, чтобы перезаключить договор и по тем аргументам, которые вы говорили о невозможности финансирования объектов, которых не в собственности Российской Федерации. Вот. Это буквально можно разделить даже на два этапа. Вот с 2010 года по 2011 год российская сторона более 6 нот направляла в адрес абхазской стороны. И второй этап с 2017 года по настоящее время, опять же по инициативе российской стороны, данный вопрос пришлось обсуждать и уже пришли к такому результату, который, конечно, сейчас дискутируется. И сегодня и руководство страны, и все готовы к дискуссии на всех возможных площадках. И позиция тех, кто не одобряет этот вопрос, тоже понятна. И для этого сегодня ведется эта дискуссия, чтобы прийти к положительному результату. Ну, если есть вопросы еще. Можно вот мне тоже Добавить хотите, да? Потому что у нас еще есть вопросы, я хотела, чтобы Нет, я они хотел, тоже конечно, прозвучали. ответить на возражение Андрея Львовича относительно вот того, что здесь нет ущемления суверенитета, как бы. Потому что на самом деле, ну, я об этом сказал, хотя я, например, не услышал контраргументов. Я услышал только ссылки на существующие нормы, да. Но мы, юристы, мы должны прекрасно понимать, что А в норме возможно, дайте договорить, пожалуйста, что возможно есть противоречие, да, между нормами. И норму нужно читать тоже целиком, чтобы у людей не создавалось впечатление, что замечательно, да, там вот ту норму даже, которую вы назвали о том, что могут, скажем так, Давайте компетентные приведите пример, органы с могут удовольствием. обращаться друг к другу с просьбой о Так. передаче и принятии юрисдикции, Так. но могут, это диспозитивная норма. А будет ли это на самом деле реализовано, тоже вопрос. Почему да? вы ставите под И с сомнение? учетом, ну, имею право ставить под сомнение. Имею право, учитывая практику нашей государственной деятельности, Да. свой опыт многолетний изучения этой деятельности, наверное, я как юрист имею право, да. Персонально вы право такое имеете. Давайте не будем обсуждать конкретно мои давай, права ну, и не меня а конкретно обсуждать. Мы данное обсуждаем соглашение, договор. это договор Мы двух должны начать с или того, более что в сторон, договоре который говорится о том, устанавливает что определенные конкретно правила. военнослужащие и военнослужащие, и лица гражданского персонала, они выбывают из-под юрисдикции. Да? Здесь прямо это сказано, что Члены семей. они находятся под юрисдикцией Российской Федерации, личность их неприкосновенна. Военнослужащие не обязаны давать показания в качестве свидетелей. То есть на них ни административная юрисдикция, ни правоохранительная юрисдикция не распространяется. Но это частный момент. Я еще раз хочу возвратиться к самому главному вопросу. Когда мы говорим о том, что мы не передаем в собственность, это понятно, мы не можем, в принципе, такого договора в принципе быть не может. Но мы, когда говорим об аренде, мы должны понимать, что это не частно-правовой договор аренды. Это не договор аренды между физическими лицами, юридическими лицами. Это международный договор аренды. Это совершенно другое. Международный договор аренды, он совершенно регулируется нормами международного права. И в форме международного договора аренды тоже происходит отчуждение территории, да, и ограничение суверенитета государства, ограничение юрисдикции. Почитайте Зорькина, почитайте, даже, наверное, вы их читали, конечно, почитайте Сергея Николаевича Бабурина, который говорит о том, что в любой форме может быть. Сергей Николаевич Российская Бабурин был у меня Федерация оппонентом на защите кандидатской не допускает, диссертации. например, да? Да, Но это почитаем в обязательно это в что-нибудь, докторской, это не в что-нибудь кандидатской. освежим в своей памяти, Да, тем более я думаю, ваш что опыт. это обязательно надо освежать, Да, потому что обязательно освежим. отчуждение, Спасибо, что напомнили, отчуждение происходит в любой форме. В любой форме. Здесь даже можно усмотреть, поскольку речь идет о таком квази-договоре, да, аренды, потому что он как бы здесь нет уплаты за, собственно, пользование этим объектом. Можно увидеть даже эту уступку территории. Речь идет о том, что и когда мы сравниваем два договора 1995 года и этот договор, в них же колоссальная разница. Речь идет о пользовании с одной стороны и совершенно о другом имуществе. У нас есть значительная, как совершенно верно сказал Тенгиз, территория, которая и сухопутная, и морская, которая передается по договору, передается на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 15-летние сроки.
И если, естественно, мы в течение 6 месяцев до истечения этого срока не изъявим мы или Российская Федерация не изъявит свое желание прекращения. Но опять же, если мы вступили вот в эти отношения, представляете, там находится государственная дача, и, соответственно, эта дача эксплуатируется, туда приезжают высшие должностные лица другого государства. Нам очень сложно будет расторгнуть такие отношения. Это будет вызовом нашим отношениям. Зачем Саид, вы хотите я могу вам расторгнуть? задать Я не понимаю, вопрос, зачем да? вы хотите расторгнуть сегодня? Зачем Сегодня мы не расторгнуть? хотим расторгнуть, мы хотим Завтра. вернуть к определенной стадии, До какой когда стадии? мы можем открыто и не кулуарно обсудить. Да, Мы чтоб- сейчас закрытый кулуарно обсуждаем? мы говорим об обсуждении договора, да, самого текста договора. Вот Мы текст сейчас передо мной, мы у вас уже нет обсуждаем постфактум то, что произошло. Да. Мы, к сожалению, не Еще не принимали произошло, участие. договор не Саид, вот- ратифицирован. Но не договор, понимаю. содержание договора мы... Если бы он был ратифицирован, Да, мы не смысла можем в него Конечно. вносить свои коррективы и так далее. То есть Саид, о вот чем вы речь. не на первом эфире уже, мы с вами обсуждали уже здесь, в этой студии, эту тему. На прошлом эфире вы сказали, что вы не против передачи этого объекта Российской Федерации, но против самого соглашения. Вот получается такая оказия, вот объясните. Вы знаете, я не против, естественно, мы никто из присутствующих, я думаю, не против передачи. Этот объект действительно находится в пользовании, да, российской стороны уже долгое время. Мы говорим о том, что территория непропорционально большая. Мы говорим о том, что она захватывает лучшие абхазские земли. Эта территория очень большая. Это 2% территории Республики Абхазия. Представьте себе, 2% от территории Российской Федерации она кому-то бы передавала. Это же невозможно. На долгосрочную аренду. Есть исторические примеры, когда государства лишались своих территорий в рамках договора аренды. Возьмите, пожалуйста, Кубу и США. Вот по договору аренды Куба потеряла вот территорию у залива Гуантанамо и не может ее вернуть, как бы они ни бились. Да, это договор аренды, который автоматически пролонгируется. Да, и только в силах США как бы его расторгнуть. Но мы не говорим, что там совершенно другие отношения. Да? Но факт в том, что юридически может быть потеря и в рамках договора аренды. Это неправильно, когда нам пытаются объяснить, что вот только в рамках передачи в собственность мы потеряем Тогда этот вот у меня объект. следующий И вопрос речь идет будет. о том, что это специфика, это не частно-правовые, не гражданско-правовые отношения, это не инвестор, это государство, и оно будет реализовывать свои суверенные полномочия. Опять же, давайте посмотрим это с точки зрения необходимости международного признания Абхазии. Да? Может быть, сейчас ситуация сложная, может быть, мы немного отложили этот процесс отношения международного сообщества к нам такое, но мы, в принципе, наверное, же не против идеи международного признания, но нам скажут: вы извините, вы как-то слишком легко обходитесь со своими суверенными правами вообще. То есть европейцам это может не вам понравиться, это... да? Почему европейцам? А что, только европейцы в мире существуют? Китайцам не понравится. Кому угодно. Кому угодно. Да. Саид, я прошу прощения. Вот вы сказали, ваш богатый опыт юриста. Я не говорил богато. Он большой, богатый опыт юриста. Ну, 15 Он лет. может напомнить вам, какие конкретно статьи Конституции нарушает это соглашение, чтобы мы с вами проговорили? Конечно, это? у меня же есть экспертиза, она как бы ну- общедоступна, она в официальных источниках, конечно, не публиковалась, но Значит, она не общедоступна у нас. Нет. ну, на Фейсбуке она висит. Значит, я думаю, к что сожалению, это я вполне не общедоступно. знаю. А Расскажите, что, вот конкретные экспертиза в статьи рамках Фейсбука, Конституции. что ли? Вы свои экспертные заключения должны были дать в Конечно, администрацию президента конечно, Абхазии. Конечно, Нет, я их хочу не услышать передал. конкретные Я их статьи передал, не только Конституции. в парламент передал. Саид, прошу вас, Да. напомните конкретные статьи Конституции, чтобы мы Ну, сразу самое глянули. главное, я вам сейчас скажу об этом. Давайте. Речь идет о... Пятая, наверное, да? А? Пятая, Статья наверное. 4. Или пятая. И там, как где речь идет о неотчуждаемости территории. хорошо. Это самое главное. Еще один момент, который я обнаружил Четвертый это да, буквально сегодня. Да, Табал, это перечень. Я хотел бы, чтобы о нем как бы было известно. Вот есть статья у нас 26-я соглашение и часть 3. Я зачитаю. Не Прошу слышу, еще раз. прощения. Я зачитаю. Прекращение действия настоящего соглашения не повлечет за собой прекращение права собственности, возникшего у Российской Федерации в соответствии с настоящим соглашением на объект, это одно,
в том числе и на движимое и недвижимое имущество, входившее в объект на момент его передачи, а также возведенное на территории земельных участков, участков акватории моря после их передачи. Но в данном случае меня не беспокоит объект, меня Какую беспокоит статью другое. Конституции нарушает Движимое, я скажу. Да, внимательно слушаю. Да, я скажу. Но у нас движимое и недвижимое. В соответствии с Гражданским кодексом к числу недвижимого имущества относятся и леса, и многолетние насаждения. То есть это вот пицунская сосна, которая у нас. И вот статья Республики Абхазия, которая говорит о том, что статья Конституции, прошу прощения, сейчас одну минуту открою. Пятое. Земля и другие природные ресурсы. Да, пятое. Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются как То есть там основа противоречия вы нашли, получается? или Безусловно, как? вопросы владения, да. Мне кажется, что это очень серьезно, поскольку, вы знаете, я не думаю, что это специально было сделано. Получается, что, исходя из вот этой нормы, получается, что вот многолетние насаждения, они переходят в собственность Российской Федерации. Это мне не кажется, что это сделано специально. Но с учетом нашего законодательства выходит, что вот такая ситуация возникает. Что с этим делать? Мне кажется, что это неправильно. Да, Мне кажется, что это недосмотр. Уважаемая Сима, я прошу прощения. Можно я Саид? статью, это сразу прошу Да, прощения, пожалуйста. через статью соглашения сразу зачитаю. Значит, было тоже опасение о нарушении там, 5 статьи Конституции, и, ну, тоже, что называется, посмотрели. Значит, при этом российская сторона берет на себя расходы по содержанию особо охраняемых природных территорий и в границах земельных участков и участка акватории и моря, указанные в абзаце 1 настоящей статьи. 7 статья. Содержание и использование объекта осуществляется с соблюдением экологических норм и требований, предусмотренных законодательством Республики Абхазия. Экологических То есть норм и и требований законодательства Республики Абхазия. Но при этом В случае надо сказать, нарушения что там есть есть еще определенная статья компенсация. 22. Следовательно, 22-ю тоже знаем статью. Да, Следовательно, часть получается, 4. что данное соглашение, по данному соглашению Российская Федерация с правовой точки зрения берет на себя абсолютно те же обязательства, которые указаны и закреплены в нашем Да, но законодательстве. при этом В том числе экологический охранные ущерб Абхазия, да, не Экологических норм и возмещает. требований, а не касаемо других требований. Но обязаны же соблюдать. Есть же Экологических предусмотрено- норм и требований. требования. Вы знаете еще И не проблема, требований вы знаете еще законодательства. проблема в том, что сможем ли мы контролировать, да, это все. Я, например, в своей экспертизе прихожу к выводу, что это затруднительно, потому что это объекты государственной охраны. А возможно, там даже будет действовать в отношении некоторых объектов и государственная тайна. Как это все будет сочетаться? А еще это ФСО, да? Мы должны еще обязательно посмотреть на полномочия ФСО, чем занимается. То есть это все очень сложно. Это все Да. очень сложно. Да, Дорогая Давид Сима, Чечевич, да, Значит, я вас слушаю. юристы народа очень тонкие, и все юридические моменты, они могут раскручиваться как клубок, да, и в разное время по ячейкам она может, как говорится, остаться. Но мы, простые люди, ну я считаю себя простым человеком. Но в какой-то юристы степени ищут обывателем, везде да. лазейки, правильно? Для меня очень важно во всей этой ситуации сохранение отношений между Россией и Абхазией, чтобы не было ущерба в наших взаимоотношениях, чтобы Россия не приняла нас как за страну, которая как государство не состоялась. Потому что здесь же все вопросы надо решать на улице, на площадях надо решать, понимаете? Вот этот вот вопрос меня наталкивает на некую опасность, что мы можем все это настолько заволокить, что мы сами вообще не разберемся, что же мы вообще в конечном итоге хотим. Вы знаете, вот с кем мне приходилось разговаривать, все говорят, нет, конечно, дачу надо передать, ну надо нормы пересмотреть. Конкретно какие нормы? Вот видите, вот какие нормы рассмотреть? Вот я вчера внимательно смотрел встречу, значит, в администрации президента с активом, там, с значит, людьми, которые с претензиями пришли, значит, в администрацию. Я внимательно их слушал. Да никто никакого аргумента не привел, что в этом договоре есть ущербные статьи. Очень опасны для нашего общества. Да, в будущем она, конечно, может создать какие-то проблемы. Вы знаете, я также могу сказать, что влияние Луны на железнодорожные рельсы
Мало ли что через 200 лет может будет случиться. Мало ли что через 49 лет может случиться. Мы еще не знаем, что может случиться через многие года. Но есть люди, которые все это знают. Откровенно говоря, я даже начинаю им очень даже симпатизировать. Что может случиться в будущем? Мы должны думать о том, что может случиться в ближайшее время с нами. Какую страну мы собираемся строить? С кем мы собираемся дружить? Насколько как партнеры мы будем, ну скажем так, серьезными? Если кто-то скажет, что нам где-то на каком-то уровне руки выкручивают, я, конечно, этому не поверю. Потому что нет таких фактов, чтобы кто-то нам руки выкручивал. Нам говорят, да, хорошо, хотите так, давайте, пожалуйста. Дайте нам предложение, давайте рассмотрим. А где, какие предложения, из чего, из каких пальцев высосаны эти предложения? Они уже, этот договор, дорогой Саид, давно изучен. Он давно, знаете, вот, скажем, со всех сторон к нему есть подход. И при том юристов, не юристов, экологов, просто хозяйственников и так далее, и так далее, и так далее. Да, конечно, это будет территория, которая будет находиться под жестким контролем. Да, нам будет тяжело туда зайти и проверять, чем они там занимаются. А вы представьте себе, что в будущем, я, по крайней мере, так себе представляю, это будет некий центр, куда будут съезжать разные представители разных стран, политические, скажем, руководители стран и так далее, президенты, как это было в 60-е и 70-е годы. Вы помните, кто отдыхал там? А ведь разве не это помогло, когда в 1978 году решалась судьба Абхазии на этой площади? Как выступал Капитонов и говорил, я был в Лыхне и увидел поляну, где собралось 40 тысяч представителей абхазского этноса. Я там не увидел ни одной соринки, я там не увидел ни одной баночки, ни одной бутылки. И идеальная чистота. Я был на второй день там. Вот такую оценку он нам дал. Разве не это? Ведь при том, что Грузия имела лоббистов в Москве, дай бог, во всех государственных структурах. Они там были почти хозяевами во многих местах. Но российская сторона нас поддержала. И поддержала безоговорочно. И все, кто был исключен из партии, были восстановлены. И Абхазия получила 500 миллионов рублей на поднятие экономики и социальной сферы. Мы получили государственный университет, мы получили абхазское, значит, телевидение и так далее, и так далее. Это ведь не так просто. Это сегодня, знаете, вот тогда, вот, а вот это было то время, когда люди писали, рисковали своей жизнью. Потому что тогда это не приветствовалось, жалобы в ЦК КПСС на руководство другой республики. Но мы через это прошли, мои дорогие. И, конечно, мне в моем возрасте надо как-то сравнивать. Видеть все это надо другими глазами. Я не могу этой молодой девчонке объяснить, у которой там на, значит, майке какая-то надпись не совсем хорошая. Я не могу это объяснить, она этого не поймет. Она хочет жить в свободной стране. Она хочет работать, хочет не работает. Но она, простите, свободный человек. Мы все свободные люди. Ведь война, он не только нам беды принес, он не только нам кровопролитие принес, он не только он принес нам, скажем, вот, очень много материальных ценностей мы потеряли. Но она разбалансировала нашу, скажем, вот, эмоциональную сторону. Я не хочу говорить психику. Нет, эмоциональная сторона нашей жизни. Мы же все эмоциональные люди. Я сам очень эмоциональный человек. Она настолько разбалансирована, что уже скоро будет 30 лет, мы до сих пор не можем прийти в определенное и четкое нормальное состояние. Мы до сих пор видим в каждом шагу это предательство и так далее. И теперь мы определяем, а это патриот, а это не патриот, потому что он не так говорит, как я думаю. Ну, мои дорогие, если к этому договору есть серьезные замечания, я готов вас поддержать, я готов с вами идти куда угодно, но эти замечания я должен видеть. Я, по крайней мере, вот эти последние дни, я вижу эту передачу, да, я со многими людьми встречаюсь, разговариваю. Я, кстати, работаю в том объекте, где очень много людей бывает. Но я не вижу этого. Я не увидел, чтобы за спиной нашего народа, нашего общества, нашего государства кто-то какие-то опасные интриги, значит, плел. Хотя допускаю, что, конечно, мы не безгрешны, у нас и в государственных структурах есть люди, которым я лично давным-давно не доверяю. Но в конце до концов, если мы парламенту не доверяем, мы не доверяем руководству Абхазии, а как нам жить, как нам дальше существовать, скажите мне, пожалуйста.
Если во всем мы видим сомнения, только будем видеть. Если мы в каждом шагу будем видеть предательство. Как мы вообще собираемся строить государство? Я извиняюсь, я бы хотел тоже пару Да, слов сказать. пару слов скажи, потому что у меня еще можно- есть можно вопросы, не а у видеть нас... аргументы, можно их не видеть, но они есть в реальности. Я сам тоже видел встречу, о которой вы говорили, мне показалось, достаточно объективный, конструктивный разговор произошел, и аргументы были. С другой стороны, ну как можно говорить о каком-то доверии, если у нас нет социальной политики, если у нас нет национальной политики, если реально договор был подписан, и уже когда ратификация пришла, тогда уже общество о нем узнало, когда аргументы, да, исполнительной власти, ну я слышал, Это упущение видел власти, я с тобой согласен в этом отношении. несколько выступлений, они сводились вообще, я не знаю даже, как их аргументами назвать, связывалось с военной базой, связывалось. Я считаю, отношения с Российской Федерацией у нас незыблемы. Мы союзники. Все договора, все обязательства, которые взяла на себя Российская Федерация, я убежден, будут выполнены. Это я сомнений не подвергаю. И я думаю, неправильно вообще подвергать это все сомнению. Да, по поводу этого договора, по поводу самого стиля, как это все проводилось, у нас огромное количество вопросов. У нас есть недоверие, не только у нас, у разных слоев общества, и у экспертного сообщества, и у обычных граждан. Вы не можете говорить за всех граждан обычных, это слишком абстракно, не берите, пожалуйста, на себя Я такую сказал, ответственность. они же являются обычными гражданами. Ну, это Есть слишком же громко недоверие. говорить за Оно всех есть. граждан. Ну, слишком Ну, громко. я за всех Я не вас говорю, прошу, но говорите оно за себя, есть. пожалуйста. Мы тоже здесь Оно находимся. есть. Мы тоже граждане, слышим меня. Хорошо, в том числе. подожди, дай Мне договорю. хочется танцевать, хорошо. На самом деле, можно это все не видеть, но оно в реальности есть. У нас есть вопросы ко всему этому. Я считаю, что такие алгоритмы, когда кулуарно что-то подписывается, они влекут за собой большие опасности. И правильно общество делает, что выражает недоверие, и каждой запятой присматривается. И правильно, что мы и должны так делать. Зрелое общество, оно именно так подходит ко всем вопросам. Но у нас еще ратификации нету этого договора. У нас вчера какой-то разговор был, ну, можно его по-разному понять. Я, например, как вижу, если уже какая-то группа юристов призывается провести экспертизу, значит, что-то с договором не то, значит, надо его проверить заново, значит, надо как-то по-другому к этому ко всему подойти. Я вижу это так. Но настаивать на своем мнении и приводить в качестве аргументации отношения с Российской Федерацией, я считаю неправильным. Это наш внутренний вопрос. Мы должны его решать, да, учитывая все, что вы Отношения с сказали. Россией не только наш внутренний вопрос. Нет, это отношения двух государств. договор ратифицирует парламент Абхазии и обсуждает его общество Абхазии. Поэтому я говорю именно об этом. Договора, да, это двухсторонняя вещь. Поэтому надо отнестись ко всему с пониманием. К всему этому есть причины, и они реально есть. Можно их не видеть, но они есть. Хочу добавить уже несколько слов насчет взаимоотношений Абхазии и Российской Федерации. В соответствии с договором о союзничестве, стратегическом партнерстве и теми соглашениями, которые до этого были, Абхазия выполняет практически все условия, которые, ну почти что все условия, которые там в этих соглашениях были включены, мы выполняем в силу своих возможностей. Абхазия очень глубоко экономически интегрирована в экономику Российской Федерации. В силовой и правоохранительной системе Абхазии российское присутствие достаточно высокое. Мы очень тесно связаны с Российской Федерацией, и мы не противимся этому. Мы поддерживаем этот процесс, но есть какие-то зоны, вот, красные линии, за которые нам не хотелось бы переходить. Потому что мы несем ответственность и перед будущими поколениями, мы несем ответственность, потому что это все добыто кровью и потом нашего народа. Вот есть какие-то вещи, очень хотелось бы, чтобы Российская Федерация это тоже понимала и уважала. Если в Российской Федерации есть федеральный закон, который не допускает возможности финансировать объекты, находящиеся в иностранной собственности, можно сделать для Абхазии же какое-то исключение или найти какой-то механизм, который может обойти этот закон. В конце концов, решение всегда есть. Ну вот. И очень плохо, когда
любой вопрос, который возникает, вот помимо этого соглашения, есть еще много вопросов на повестке российско-абхазских отношений, таких проблемных. И вопрос продажи жилой недвижимости иностранцев. Очень плохо, когда власть, часть общества, которая не согласна, часть общества, согласись, не согласна, когда эту часть общества выставляют в качестве врагов, в качестве отношений Российской Федерации, в качестве русофобов, в качестве людей, которые не хотят развития страны. Это неправильная политика. Нужно учитывать мнение всех. И вот вы, это Давид нереально Чечевич, сделать, простите, мне вы сказали, что мнение всех нужно учитывать. обязательно исходить из текущей ситуации. Я с вами согласен. Текущая ситуация с учетом вот этих внешних угроз, вызовов, которые сегодня существуют, с учетом внешнеполитической ситуации вокруг Российской Федерации, вокруг нас, все это нужно учитывать. Но в любом государстве, и в Российской Федерации, и так, на мой взгляд, должно быть в Абхазии, руководители государства должны учитывать не только краткосрочные интересы, они должны подходить в первую очередь с учетом долгосрочных. Понимаете, если мы будем жить в текущей ситуации, сиюминутными проблемами, сиюминутными интересами, у нас ничего не получится. Да, мы просто раздарим все, завтра дадим госдачу, бог с ним. Давайте послезавтра Гагру отдадим, потом еще кому-нибудь, не знаю, Гальский район тоже кому-то отдадим. уже в крайность, крайности. Этот я Да. согласен, я утрирую. Пытаетесь да, но- придать Такое может какой-то быть, конечно. Я не свою говорю, мощь что своей такое позиции. возможно. Я вас прошу, Тенгиз, Да. давайте Совершенно Мы верно. работаем уже больше часа в прямом Я эфире. из Давайте и другие долгосрочных вопросы целей тоже, чтобы развития прозвучали, и государства. ответы. Вот я не вижу вот этих целей развития государства не в словах, не в глазах нашего руководства. Я Тенгиз, понимаю, мы что про говорит развитие Тенгиз, государства если у сегодня нас в нет данном случае концепции обсуждаем мы развития сейчас обсуждаем государства, государство. развитие, если мы есть не программа понимаем- Так, развития мы тоже сейчас чуть отдельно уходим от можем темы. встретиться. Давайте вот по теме. Пока что только о правах иностранных инвестициях, о правах иностранных. Да. Только это мы слышим. За последние годы мы не видим никакой социально ориентированной политики, мы не видим национальной политики, мы не видим борьбы с А коррупцией. мы не видим, это кто не видит? Мы Я не видим, понял, это я что кто говорю, не по видит? именам их всех перечислить. Мы – это Ну, часть Да, давайте понятно. не будем уходить от которая темы. недовольна, потихоньку которая имеет превращается в Алхаз вопросы. Утарович, у меня к вам Алхаз Утарович, вопрос. Я вас прошу. Я вас У нас прошу есть тоже, конкретная давай тема. не будешь перебивать, Да. не будем друг друга Давайте не перебивать. будем друг друга Больше вообще вас перебивать. никто У не нас говорит. очень мало Я не времени буду. остается. Я говорю Помимо конкретные этого, вещи. Вы уже выходите за пределы нашей темы. Не, Ну, я эта вас тема, просто давай- попросил, вернемся Хорошо. к нашей Нет, теме. тема, потому что тема. мы не видим, Она мы не не только видим. Ну, я хочу касается понять, того, кто мы не той видит. плоскости. А я знаю тех, кто видит. Слушай, ну перечисли их по именам тогда. Не хочу. Ну, я тоже не хочу. И времени нет. Давайте идем дальше. Мы больше часа работаем в А эфире. как можно видеть то, чего Да. нету? Просто. Алхаз Утарович, можно? Да? Да, спасибо. Вот вы сказали, что вчера президент обсуждал с общественностью вот эти вопросы и предложил создать рабочую группу. Не вы ли? Из юристов. Да, из юристов. юристов. Не этого ли вы хотели, чтобы договор пересмотрели, там, пункты договора? Вы посчитали, что, наверное, договор как-то неправильно составлен, раз пришлось создавать эту рабочую группу. Я чуть-чуть не понимаю. А может быть, наоборот, Мне не для того, хватило чтобы аргументов. еще раз убедиться, что Да. он правильно А составлен. может быть, Черт его нам знает. стоит дождаться вот этой рабочей группы и потом уже делать выводы? Насчет и- того, что рабочая группа, ну, понятно, это было оговорено, я тоже это слышал, но... Но разве это плохо? Я не знаю, насколько она будет иметь статус официальный. И я не знаю, как она может, как эта рабочая группа может повлиять как на внесение поправок, потому что сам вопрос, он уже в парламенте, никто его не отзывает, никто подписи не отзывает. Да, рабочая группа, намерение есть, пока ничего конкретного нету. Ну, возможно, в ближайшие дни мы придем к какой-то ясности. Пока, я как понимаю, несколько юристов со Ну, стороны раз уже есть исполнительной возможность какие-то власти, внести изменения в соглашение, это уже, мне кажется... возможности На данном этапе вносить на изменения. На данном этапе я нет. хотела об этом Процессуально, спросить, да. процедурно, А над чем тогда будет рабочая группа? Вот я тоже, ну, может, отзовут подпись, может, будет новый текст соглашения. Экспертизу, Вы, да? например,
мы, я не знаю, кому-то не нравится, когда я говорю мы, я. Да. Я, например, считаю, что да, надо отозвать и новый текст соглашения с новыми формулировками, естественно, подписывать заново. Я не вижу больших в этом проблем. Россия самое дружественное государство Республики Абхазия, которое есть и будет, поэтому никаких проблем, если согласовать эти вещи, у нас все на этом уровне, на уровне доверия, и поэтому больших Тогда у меня проблем вот вопрос, я в этом не вижу. что Возможно, они есть. Возможно, они есть. Как бы это мое мнение. Тогда так поставлю вопрос. Что получит Абхазия в случае выполнения данного договора? Вот Одиссей Михайлович, простите, да, вот вы сегодня меньше всех говорите, хотелось бы услышать ваше мнение. Что нам даст вот этот договор? Данный договор даст, значит, те условия, которые там заключены, в рамках нашей Конституции, нашего законодательства. Естественно, это удовлетворение того вопроса, который российская сторона столько лет просит рассмотреть. Думаю, вот и все. Да. Кто еще ответит на этот вопрос? Вы знаете, вот Да. я вчера тоже слышал на встрече с руководством страны, отзовите с парламента, значит, этот документ. Я задаю себе вопрос. Отозвали, а дальше что? Новый текст. Садимся и новый текст составляем. Кто будет составлять новый текст? Скажите, пожалуйста. Слава Богу, Где она будет? В Абхазии Очимчире очень много будет, в Корчиле? юристов, Где будут этот текст составлять? высококвалифицированных, вот в этом зале их немало, я думаю, проблем Не так уж не много составит. квалифицированных Для- юристов, которые Для могут составлять соглашения международные данного договора. характера Да. вполне достаточно. Да, вы представьте себе, что российская сторона тоже, наверное, болванку этого договора подготовила и передала нам. Там тоже, наверное, юристы работали над этим документом. Теперь мы должны им сказать, что вы неправильно договор подготовили, она имеет серьезные изъяны, и потом мы должны заново его... Значит, Это же договор, он двухсторонний, понятно, Да, это конечно. нормальное явление, в принципе. Не похоже ли это на заволокитывание и, значит, что по времени оттягивания, что она дает нашей стране, он дает дополнительный авторитет или какие-то аргументы, которые мы можем в будущем выиграть по-крупному, скажем, да? Что Вот. мы хотим выиграть? Я не знаю, вы недавно вот только что говорили, что не надо вообще в будущее далеко заглядывать. Да, Это конечно, вот я им неблагодарное говорю, что дело. вот хотя бы в течение года, вот скажем, мы оттянули, дальше что будем делать? Что оттянули? Вопросы? Нет, его вопрос оттягивать. рассмотрения этого договора. Надо было его изначально составить, обсудить с обществом и ратифицировать. основная Вы, Вот так вы надо считаете, было что сделать. международные договора нужно обязательно Давид с Чичевич, обществом можно обсуждать? я скажу, И потому тем что я могу обществом на конкретный почему нет? пример сослаться. Если вы не видите, у нас... Алхас, можно я скажу? Да, Потому что, конечно. есть совершенно конкретный пример. А вот перед вами человек, который участвовал в 2010 году в обсуждении передачи других объектов. Лдза, Пицунда, там несколько дач. Этот вопрос обсуждался. Этот вопрос передал в Общественную палату президент Сергей Васильевич Багапш. Общественная палата моей коллеге Зарине Габиевой поручила провести тоже экспертизу. То есть тогда власть была почему-то заинтересована в том, что мы не говорим о том, Речь что мы... идет о передаче коммерческим структурам. Нет, А кому мы Российская передавали? Федерация. Ткачеву? Российской Федерации. Российской Федерации. Российской Федерации. Эта экспертиза есть. Ее я тоже вывешивал. Я не знаю, я не могу там требовать от СМИ, чтобы они публиковали. Это как-то некрасиво, наверное, с моей стороны будет. Я вывешиваю у себя на странице. В 2010 Страница общего доступа. Да, общий доступ. Да, то есть такие обсуждения были экспертные. То есть мы можем этот формат поддерживать, потому что Сергей Васильевич понимал, наверное, что этот вопрос как бы будет будоражить общество, да, и даже речь шла всего лишь о дачах, не о огромном таком массиве земли, да, и поэтому вопрос был обсужден. Реакция общества тоже последовала, и мы видим, что передача не состоялась.
Но я думаю, что Российская Федерация, наш партнер, они тоже, ну как они узнают мнение общества? Ну хотя бы вот таким вот образом. Я не думаю, что кто-то рассказывает о том, что в обществе есть недовольство. Все это возникает постфактум, да, и может быть даже и неверно преподносится, вот как русофобия или как что-то еще такое, выступление антироссийские. На самом деле нет. Даже одна из тех девушек, которых вы упоминали, она ходила с плакатом «Я люблю Россию, но землю отдавать не хочу». Ну, то есть, ну, понимаете как, тут такой вопрос щепетильный, да. Для нас это все-таки это такая достаточно серьезная дилемма, что ли, да. Но мы видим, что примеры есть, они в нашей истории. Почему по этому пути не пойти? Я думаю, что это вполне нормально. Дорогой Саид, а зачем нам государственные структуры вообще, если это будет все на Ну, улице? можно взять в пример. Но я скажу, что по 2014 Конституции у нас год договор. демократия, народовластие. Большой договор. Но понимаете, как речь идет о том, что вот мы, как граждане, лишаемся возможности посещать эту территорию. Да? И мы не говорим о том, что мы хотели бы эти объекты, но сейчас объекты, они вообще должны занимать меньшую площадь. Речь идет о передаче существенной территории. Плюс еще не надо забывать о жилом комплексе, где люди живут. Да? Что с ними будет? Потому что вот исходя из договора вообще непонятно, что мы передаем. Объект размыт, имущественный комплекс. Речь идет о дачах. Географические точки объекта Да, размыт. ну точки есть, значит он Географические входит. точки, но позиция, что что объект размыт. Ну, конечно, размыт он не поименован, Нет, да? конкретно. Но мы должны бы хотя бы... Конкретные географические точки, Ну, где- точное понимание территории А почему не объекта, назвать конкретную это не- дачу? А почему не дать конкретные географические точки? Почему надо Они сделать могут, конкретно естественно, так, как вы себе это представляете? Никак я я хочу се- просто понять для себя. Ну вот, впредь хочу Андрей понять. Львович. Вы уже второй раз говорите. Андрей Это, Львович. наверное, ваш опыт богатый подсказывает, да? Ну, давайте не будем переходить на личности. Да, да не Просто будем, хочу я понять- думаю. хочу Да, понять это для очень себя. некорректно вы себя ведете. Некорректно рассказывать о своем опыте. Вот это Я некорректно. говорю Вам об необходимо опыте быть лишь... немножко проще. Практически. Андрей Львович, не надо Варф- давать оценки. Давайте ограничимся, потому что мы тоже можем раздавать оценки. Попробуйте. Я не собираюсь этого делать здесь в Замечательно. студии, как вы Замечательно. это делаете. Да, Да? замечательно. Да. Хорошо. Речь идет о том, что опыт есть, и мы можем этот опыт использовать, и мы не должны о нем забывать. Вот о чем я хотел сказать. Я Да. бы добавил, Да, не сейчас надо, мы не все надо нам дополним. обсуждать. Публично. Ну, общественная Давид, палата это чуть-чуть. все Мы нас уже подходим к реально концу, сейчас будем завершать эфир. Практика Сима, я с обсуждения вашего- этих вещей Да. в публичном пространстве. У нас были договора 2010 года, у нас был большой договор в 2014 году, разные профильные договора. Это все обсуждалось в публичном пространстве с привлечением экспертов, юристов, оппозиционных, общественных сил. И мы приходили к одному какому-то знаменателю. Наша позиция была консолидированной, и договора эти с изменениями, с нашими, были все подписаны. Может быть, Зачем это нам кому-то, опять же, нарушать не эти? скромным покажется. Мне но- очень тяжело представить, что оппозиция с властями где-то когда-то В договаривалась. 14 Очень году тяжело мне это представить. были- Ну дай были бог, чтобы если это было бы, прецеденты, да? да. Очень хотелось бы, конечно. Ли- Но есть договора, которые на, скажем, публичном пространстве не обсуждаются. Есть такие договора тоже. Давид Скажем, Чичевич, военно-техническое договор не сотрудничество, закрыт. военное Этот договор сотрудничество. не закрыт. Я просто хочу напомнить, Давид что Чичевич, просто вот, был момент например, даже процессуальный, договор по связанный границе. с тем, Мы что тоже обсуждали. администрация Я присутствовал президента в данное парламенте, и соглашение мы направила комментировали, делали в Мы парламент. вообще можем разделиться. Администрация президента направила данное соглашение в парламент для информирования. Не собираюсь сейчас вдаваться в дискуссию для принятия в работу. Ну, насколько мне память не изменяет, там было написано для информирования. Ну, то есть народные избранники, во всяком случае, на тот момент проинформированы были. И, если позволите, коль уже это слово было передано мне, вы задали интересный вопрос, что Абхазии нам даст это соглашение. Я буду отвечать как юрист. Вот попытаясь убрать политическую сторону вопроса, если вы обратили внимание, Сима, я сегодня весь вечер, во всяком случае, пытаюсь погрузить себя, коллег, именно в правовую сторону вопроса, попытался услышать аргументы, не всегда это получилось. Значит, отвечаю прямо на вопрос. Вот что для меня, как для юриста, дает принятие этого соглашения, ликвидируя политическую сторону вопроса? То соглашение, которое мы с вами имеем, и на сегодняшний день оно является действующим, 1995 года, фактически оно было совершено в период, ну скажем так, сложных внешнеполитических условий для Республики Абхазия. В свою очередь, приоритет такой политической воли над законом мы понимаем.
Само соглашение было подписано премьер-министром на тот момент по поручению президента страны, без соблюдения соответствующих процедур. И в том числе Министерство юстиции, при подготовке заключения. Мы нашли на сегодняшний день это подтверждение нашей позиции со стороны Кабинета министров, с российской стороны, о том, что фактически соглашение 1995 года носит характер гражданско-правового договора, не носит характер международного соглашения. В том числе есть позиция о том, что данное соглашение не является международным договором, поскольку на момент его подписания Абхазия не являлась субъектом международного права, и, соответственно, мы же с Россией подписываем, Да, не обладала правосубъектностью, мы говорим про договор между Абхазией и Россией. Не обладала правосубъектностью заключать международные договоры. При подписании соглашения отсутствовали намерения у сторон урегулировать отношения между ними в соответствующей сфере на основании международного права. И позиция наша заключается в том, что данное соглашение 1995 года носит характер гражданско-правового договора. Сегодня, помимо этого, и самое для меня, во всяком случае, существенное, договор от 1995 года внутри себя содержит злополучную 4-ю статью. 4-я статья, которая гласит следующее. В целях снижения расходов по содержанию государственных объектов Главное управление охраны Российской Федерации по согласованию с Кабинетом министров Республики Абхазия имеет право самостоятельно предоставлять их в аренду организациям, юридическим лицам, как в целом, так и частично. То есть я подчеркиваю, что здесь тоже написано по согласованию с Кабинетом министров, но несмотря на это, право передачи данных объектов третьим лицам данное соглашение предусматривает. 95 года. Соглашение 22 года устанавливает четкую и прямую регламентацию, что данные объекты будут использоваться исключительно для обеспечения реализации государственных мероприятий и оздоровительного отдыха лиц, охраняемых ФСО. То есть новое соглашение, в отличие от предыдущего, полностью исключает возможность передачи данного объекта третьим лицам. Идет полное исключение. Вот для меня, как для юриста, вы спросили, я ответил. Это существенный момент. Это существенный момент. Можно я скажу? Гражданина знает, что существенно. В первом случае это находилось в собственности народа Абхазии, во втором нет. Это что? Юрисдикции. Земля. Да, давайте мы Земля как была в собственности Абхазии, по чуть-чуть подходим к завершению. Была, Да. есть и будет в собственности для меня. нашего народа. В 1995 году Абхазия была правосубъектным. Это была территория Республики Абхазия, у нее были законные власти. Верно. И любое иностранное государство на тот момент могло иметь свое мнение. Совершенно верно. Но для нас, можно мы скажу сейчас, для нас, естественно, в первую очередь верховенство нашего закона, нашей Конституции, соответственно, правосубъектность была. Второе, само это соглашение предоставляет право безвозмездного пользования. Но новое соглашение передает в собственность. Вот две формулировки. Здание. И, сейчас давай мы же Это понимаем, важно. что земля, Это важно. как раз объект 186, он впервые, там нету, там просто литеры, там нету четкого обозначения в первом соглашении. Во втором 186 вот этих гектаров, они привязаны, напрямую подчинены зданиям. У нас мы не можем из-под здания забрать землю. Собственности вообще, как понятие, только Республика Абхазия собственник земли. Любое наше частное домовладение тоже под ним земля собственник Республика Абхазия. Но оно неотчуждаемо от объекта. Объект и само строение и земля – это единое целое. Как раз в виде 186 гектаров в данном соглашении. Еще один момент. Юрисдикция там абхазская не менялась. Не было экстерриториальности для членов семей и гражданского персонала и так далее. Законы Республики Абхазии, естественно, более приоритетны. То есть все эти вещи в первом соглашении, они были. Я считаю его законным,
что это международный договор Республики Абхазия. И так оно и есть. А мнение с других стран, которые на тот момент нас не признали, нас и сейчас многие не признают. Мы должны исходить из своей собственной конституции, своего собственного суверенитета. Я надеюсь, вы меня правильно поняли, что Нет. когда я говорил о гражданском правовом договоре, я говорил исключительно с точки зрения Российской Федерации. позиция Минюста в том, что есть определенные... Возможно. Мы себя, понятно, Но с есть у нас правосубъектными видим, договор, но есть позиция есть у нас российской стороны до 2008 года. указ Я правильно понял? Российской Федерации, где все документы, все наши подписи признаются легитимными. Это было еще до признания, когда наши документы, оборот был признан Российской Федерацией. То есть я не знаю, почему на этот указ нельзя сослаться тому же Минюсту РФ, но это их дела. Да, давайте, мы уже очень долго работаем в прямом эфире и будем завершать уже скоро, и давайте будем подводить итоги очень лаконично и коротко, пожалуйста. Да. Я очень надеюсь, что все-таки этот документ, это соглашение будет отозвано с парламента, и вот эта комиссия, которая юристов будет создана, они сядут и переработают этот документ, учитывая мнение общества, чтобы очень хочется, чтобы общественное мнение в этой стране учитывалось. К сожалению, в последнее время и не только эта власть этим грешит, и прошлые власти всегда идут где-то впереди какие-то либо личные, либо групповые интересы, и только потом общественные. Для меня лично очень важно, чтобы общественные интересы, публичные интересы, интересы нашего народа, они не ущемлялись. Вот это, на мой взгляд, единственная возможность в данной ситуации, чтобы разрядить общественно-политическую ситуацию в стране вокруг вот этого документа, это отозвать его с парламента и в спокойной обстановке сесть и обсудить. Спасибо за мнение, Давид Чичевич. Я уже не первый раз слышу о том, что надо отозвать этот документ. И мы как мантру его постоянно повторяем. Документ надо обязательно отозвать. Если мы не отзовем, тогда мы людей не успокоим, и люди выйдут на площадь, люди будут протестовать. Скажите, пожалуйста, мы отозвали документ. Дальнейшие шаги какие будут у нас? Как мы это объясняем Российской Федерации, что мы документ обратно отзываем, и ваш вопрос не будет В рассматриваться? Российской Федерации, в Государственной Думе очень часто это происходит. Документ вообще могут не ратифицировать. По отношению к Абхазии у них ничего такого не происходило. По отношению Все, к что Абхазии, касается это Абхазии, нормальная никого не принимают. практика работы законодательных органов власти. Я Это не нормально. допускаю, что можно и так сделать, конечно. Но у меня такое чувство, что тут дело не в договоре. В чем? Дело в том, что мы определенным людям не доверяем. Ну, Мы не доверяем определенным людям. тоже есть. Да, не без есть этого. такое. Потому что большой опыт есть. Мы же много Да, чего видели. да. И их, если вы позволите, и вот эта Да, практика... мы им не доверяем. Ну, кто сказал, что нам все доверяют? Ты мне скажи, пожалуйста. К сожалению- Тебе очень доверяют или мне доверяют? К или очень сожалению, доверяют? общество в конечном итоге всегда оказывается в дураках. Понимаете? Ну, зачем Да. обществу Оказывается, ну, оставлять дурака? истину- Обществу надо помогать развиваться Давид дальше. Чичевич, истину всегда показывает время. Уходит эта власть, через некоторое время мы понимаем, что вот там нас обманули. Мы уже это прошли, что это Ну, единственная вы понимаете, власть, это единственное эта власть соглашение. уйдет, придет другая власть, точно такая же проблема родится через год, через два. что теперь? И вот так все время это будущее Абхазии. Ну, если мы так- такую страну хотим построить. Но мы за это и не хотим. соглашаться Хотим с обсудить, что любыми у нас просто действиями территории власти. закончатся, если все власти вот так будут раздавать. И сколько мы будем обсуждать раз за разом. Раздавать Я, например, уход. вы по-другому меня не поймите, Раздавать пожалуйста. уход. Потому В что данном зачем? случае, Может давайте быть, только Да. эту землю Да. имеется в Ай, виду. хорошо. Я Большие- заканчиваю. Да, да. Абрей Гулузы хапсуа, пара хапсачо. Пара и хаму псынура кызыфжуку дашати режерги хамацын. И чахны дашит гил хамацам ахцо. Абрахаку бзигинтар. Сарасшуху. Дара за сшуху. Дара за ушратаху. Дара за схуцратаху. Убрюз за калар калмут. Уянсях урху бисир. Уистахыда уюз агвакра. ورارتك تنتخرج زرقوله وعزام عارتك ززبوه وعزام عزر القلوط ويداري شرطه حروبوس
يحقق حكسسحوم خنيجة بشكس بشيني في شكس اليونسكا عن صح يخشوا حاويت حجر حمنا حاويت مكان يمرسكوا أخدوني قشبوت زكوا عم تسبي حصدقوا وثيقة لو حصدرزو يوروبا يقالوا حصدرهم أمريكا يقالوا حصدرهم يرحق شموك شيخو حصدرهم شاخو بشاكر في غرسو ياлаган оппозиционерша Путин шагал за джигналистит карт аша хираку шарзу Меладзе Валерик нормичтзе а китайцы федерейшен адгил кылсонын нхыц Кавказ амя гатреяла год техника агречу играть хаюксны а бетон штацаны электростанциях глухын зыйқарцахей псу говорит ахтажас махадат макяна зиквюк аус рот ингургет псу каус юзом убрет игуялсын жажас махадат макяна дарок тхдуку хаму аха харахту кой хаму уи хамаско уякун кор дашанжера عدسة يحتقوا بتزيد حركور يتكربوا كعفا يخلبوا بريح مخور يخلب يحبر خادخة حل الربر خادخة سرا ورسطلاي حرا حبسوا حيزق زيشة دار زتشوم حوس زتشوت زتشو بريب يبجي جرح الشوت يبجي أحخر قلوط حزم خوت زاقور عدسة كده يحمل خي زي بتشوش بصر زحن وبريز حمخها شاشو شكونسو أبسنرا أبخط ويخو تكريش تو نخشولي نقوش دارا دي شستو خوصن شاسي با أبرتا خوشكوي زيز حوا شاري زيز حوا أبرتا بستازر بزيك شترخر سلا يبرس تخو سرا سلا يمبارجي فراكولا يبرس تخو أبريز خوصتو أي ما كاجي كوين سلاتوم حراسة تخو زويقو وأي ما كاجي كاتعصرجي خزر قلو أخني غراغو ماني دشيم مري دشيم وشيم كوي حلو بيرسنو ورتشماتي مش دروزا فيرش ويانا مقات واسقي توزك سربزيز بوت سرسن خم دار زيست خماواتو دار سبصر شويكم سزو كواتو أخا سخوتسوا أبريح انتكرر تخوب أبريح حلو تخوب سرسن بيتسيا سخن حالنا أو سجلر استخدام سريش تخوب حجلر يتونشنا вот я мужик был на встазара роура блёбистов абриш шоу стахуб сарази я бзер психола и табуб Одиссей Михайлович подытожим, да, сегодняшний эфир диалога. Хотел бы поблагодарить всех оппонентов за сдержанность, все-таки все держались в рамках интеллигентности и приличия. Однозначно при таком диалоге стороны придут к однозначному решению данного вопроса во благо нашего народа, нашей страны. Спасибо за внимание. Саид? Я следующее, наверное, бы сказал по этому поводу. Мне кажется, все-таки в межгосударственных отношениях есть место принципиальности, когда речь идет о таких серьезных вопросах, как суверенитет, юрисдикция государства. Но это мы как бы немножко эмоционально к этому относимся, мы думаем, что это будет иметь какие-то последствия. Но мне кажется, что это наше взросление как государство. Да? Иногда нам надо как-то обозначить четче свою позицию. Да? Мне кажется, что не будет какой-то такой вот реакции, да, негативной на это. Мне кажется, что мы как бы не совсем правильную оценку даем в связи с этим. У нас довольно развитая система, договорная система с Российской Федерацией. У нас много договоров, они обеспечивают безопасность страны, они создают основы для сотрудничества, и договор о союзничестве и стратегическом партнерстве — это очень важный документ. Он как бы по сравнению просто с договором о дружбе, он как бы на новый уровень поднял наши отношения. То есть с этого этот вопрос передачи, мне кажется, он такой довольно частный все-таки, да, он не такой глобальный. Может быть, мы как-то все-таки гипертрофированно относимся к этой проблеме. Я думаю, что я, например, не вижу возможности отзыва, да, вот сейчас президентом
договора, потому что он уже поступил в парламент, и здесь только вот следующий шаг: парламент либо ратифицирует, либо не ратифицирует. Но я хотел бы как бы свою точку зрения, которая, наверное, всем известна, сказать, что я все-таки призываю не ратифицировать, чтобы все-таки обдумать, и не надо затягивать, может сразу же приступить к тому, чтобы вот как-то скорректировать те положения, которые нас не устраивают. И они озвучены, они есть, я не знаю, кто-то соглашается с этим, кто-то не соглашается. Дело в том, что вот, мы не можем... Этот формат, где мы сейчас присутствуем, это не формат для юридической дискуссии на самом деле. Потому что здесь довольно сложная аргументация, потому что я ссылаюсь на международное право, надо ссылаться на литературу, это совсем, думаю, утомит... оставим это все группе утомит юристов, многих, которые будут работать. Поэтому над этим нужны документом. форматы, где можно спокойно обсудить и с холодной головой, что ли, да, это все. Если этот формат будет создан, о котором говорил Алхас, это тоже полезно, да, власть может услышать эти аргументы. Но юридически, мне кажется, что вот есть только такой вот путь. Спасибо большое. Да, Андрей Львович, и мы заканчиваем сегодняшний эфир. Не дадите Да, вы уже высказались, мы идем подряд. Я, с вашего Я всем дала позволения, слово. совсем Я коротко. попросила подытожить, вы сказали, потом уже вашим оппонентам. Тима, я совсем коротко хочу озвучить две крайние на сегодняшний вечер мысли. Первая мысль будет правовая, и итоговая мысль будет, попробую озвучить не совсем правовую мысль. Значит, публичная власть, ответственность, которая есть на органах государственной власти, огромное количество очень сложных решений. Разумеется, возьмите любое решение, будут как сторонники, так и противники этого решения. Если мне не изменяет память, не хочу заходить далеко в историю, но были эпизоды, в том числе на начало нашей войны отечественной. Знаю, что Аджик Виджик ядым галоз хаку парагикон бзина выгих балашот. Принятие решения – это сложный процесс. Именно поэтому законодатель установил определенную процедуру, где учитываются все «за» и «против». Именно поэтому демократический режим устанавливает систему сдержек и противовесов, когда решение не принимается, наиболее сложное, во всяком случае, решение, не принимаются одним лицом. Точно так же, как глава исполнительной власти, президент Республики Абхазия, не принимал это решение единолично. Кабинет министров, все министры. Далее вопрос будет направлен в парламент. Народные избранники, депутаты парламента примут то или иное решение. Я и не имею права, и не могу спрогнозировать, какое решение примет парламент, потому что каждый из них встречается со своим электоратом и имеет определенное суждение. Я думаю, что мы все должны смириться с тем, что будут тяжелые, сложные вопросы. И, на мой взгляд, это хорошо, что есть публичная общественная дискуссия на наиболее сложные вопросы. Это хорошо, это развитая, активная позиция наших граждан, и это некий такой народный, национальный контроль над всем, что происходит в нашей стране. На мой взгляд, это позитивная тенденция. И последняя мысль, которую я хочу озвучить, я начал свое выступление сегодня, в том числе со слова о том, что немного подготовился, посмотрел, показали мне позиции неких специалистов, на что я обратил внимание, Сима. Мы сегодня не раз произносили такую фразу, как негативное общественное мнение по этому вопросу. Мы слова используются и так далее. На мой взгляд, исходя из того, что я посмотрел, в том числе и было сформировано негативное общественное мнение определенной группы общества и так далее, в связи с тем, что выступает человек, которого представляют юрист, специалист, эксперт с большим уважением, высказывает определенную позицию, с моей точки зрения, я практически ни с чем, что было сказано там, не согласен. Но для обывателя, и наше общество не должно быть абсолютно поголовно подготовлено юридически, такие фразы, как «раздали», «продали», «хартиит», «хапсад гилартиит», для людей со слов эксперта, которого представили экспертом, это воспринимается как факт.
он, может быть, не услышал все мнения. Человек, может быть, не прочитал соглашение, может быть, не прочитал соглашение, но уже сформировалось мнение, позиция о том, что это плохое соглашение. Поэтому Вам мне больше лично? доверять. Опять вам все, спасибо. Опять вам Да, вы закончили, да, Андрей Давайте Львович? будем держаться Закончили? на том, что да, давайте будем исходить из того, что Да. мнение, позиция должна быть моя. Вот я так считаю. Да. Давайте, наш прямой эфир подошел к концу. Я попрошу минуточку внимания, да. Наш эфир подошел к концу. Мы очень долго сегодня обсуждаем эту тему, которую в обществе и так очень долго обсуждают. И, надеюсь, каждый зритель сделает сегодня свой вывод. Спасибо большое. До свидания.